Добрый день, дорогие учителя и ученики! Медиацентр Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия поздравляет вас с наступающим столетием республики. Вот уже 3-й год наша команда проводит для вас единый медиаурок, посвященный нашей республике. Наш сегодняшний урок называется «100 фактов о Якутии в честь столетия». Я сегодня вам расскажу 80 наиболее интересных фактов о нашей республике, а 20 оставшихся фактов вы должны будете придумать самостоятельно в конце урока. Это могут быть любые факты о вашем городе, улусе, наследии, о вашей школе или о людях, которые жили или живут сегодня среди вас. Поехали! География и природа. Якутия – самая большая по территории республика в России. Свыше 40% территории Якутии находится за полярным кругом. В пределах Якутии расположены 3 часовых пояса. В Якутии самая долгая и самая холодная зима в России. В среднем температура воздуха достигает минус 50 градусов. В Якутии самая мощная мерзлота в мире. И если вечная мерзлота занимает около 50% площади страны, то в Якутии она занимает почти всю территорию. Якутия – крупнейший сырьевой регион в России, единственный в мире, в недрах которого находится вся таблица Менделеева. На территории Якутии входят 2 моря – Лаптевых и Восточно-Сибирское. Самым северным островом Якутии является остров Генриетты. Остров находится в Северном Ледовитом океане. Наивысшей точкой Якутии является Пик Победа. Гора находится примерно в 180 километрах к северо-востоку от поселка Усть-Нера. Река Лена – одна из крупнейших рек земного шара. Самым крупным ее притоком является река Вилюй. Самое большое озеро Якутии – это озеро Моготоево. Оно находится в Алайховском районе. Площадь составляет 323 километра, длина 34, а ширина 15 километров. Самое глубокое озеро – это Сибян-Кёль. Озеро имеет глубину 137 метров. Самый глубокий колодец находится в городе Якутске. Глубина 116,5 метров. Выкопал его купец Федор Шергин в 1827 году. Первым человеком, открывшим полюс холода, был полицейный Иван Худяков. 15 января в 1885 году он зафиксировал в Верхоянске температуру минус 67,8 градусов по Цельсию. В состав республики входят 34 муниципальных образования и 1 город республиканского значения. Самый большой по площади улус Якутии – Оленюкский, его территория 318 тысяч квадратных километров. Самый маленький по площади улус – Мегино-Кангаласский, территория составляет 11,7 тысяч квадратных километров. Самый молодой город Якутии – город Нерингри. Город образован 6 ноября 1975 года. Название Нерингри произошло от авенкийского слова «ниру», что означает «рыба Хариус». Дословно Нерингри переводится как «река, богатая хариусами». Самый маленький город в России – город Верхоянск. В 2023 году ему исполнится 385 лет. Самый старейший город Восточной Сибири – это город Якутск, столица Якутии. Город был основан в 1632 году. 500 миллионов лет назад территория современной Якутии находилась у экватора и представляла собой Кембрийское море. Климат был субтропическим. Самый древний древесный обломок в мире был найден в Якутии. Ему 150 миллионов лет. Самые древние животные обитали в Якутии около 140 миллионов лет тому назад. Это были крупные травоядные ящеры, стегозавры. Еще одно древнее животное, мамонт, имел всего лишь 4 зуба, которые в течение его жизни менялись 6 раз. Самое большое кладбище мамонтов находится в нижнем притоке реки Индигирки на реке Берелях. Кладбище получило мировую известность и получило название Береляхское. Самым крупным хищником ледникового периода Якутии был пещерный лев. Самый крупный хищник в Якутии – белый медведь, обитает в арктической пустыне Якутии. Самой крупной хищной птицей в Якутии является орлан-белохвост. В Якутии обитает самая быстрая птица в мире. Это сокол-сапсан, хищная птица из семейства соколиных. Самой крупной рыбой в Якутии является таймень, представитель семейства лососевых. Эта рыба обитает только в самой чистой воде, предпочитает быстрые горные речки, а также озера. Самым маленьким хищником Якутии является ласка. Несмотря на то, что размеры ласки весьма скромные, это серьезный и даже жестокий охотник.
Во втором томе Красной книги Якутии представлен список редких и находящихся под угрозой исчезновения животных: 16 насекомых, 6 рыб, 3 земноводных, 2 пресмыкающихся, 68 птиц и 17 млекопитающих. Стерх-каталык – священная и любимая птица якутского народа, воспетая в многочисленных песнях и стихах. Существует поверье, если увидеть танец стерхов, то можно обрести счастье на всю жизнь. Восточная популяция стерхов гнездится только на территории Якутии, на труднодоступных местах. Гагара для венкийского народа является священной птицей. Многие легенды утверждают, что именно Гагара сотворила Землю. Алаз – это уникальная форма рельефа. Самым крупным алазом в мире является Мирю. В Аласе расположены 3 наслега – Мирюнский наслег, Харинский и Харинский первый наслег. На территории Якутии находятся 2 государственных природных заповедника – Алекминский и Устленский. Чароит – редчайший камень. В мире известно только одно месторождение чароита, которое находится в России между Якутией и Иркутской областью. Самку глухаря зовут копалуха, копала или глухая тетерка. Она очень сильно отличается от самца по форме и окрасу. Факты из истории. Самым первым русским, достигшим территории Якутии, является человек по имени Пантелей Пянда. В 1620-х годах 17 века он достиг якутской земли первым. В 1632 году Якутия вошла в состав российского государства при правлении царя Михаила Федоровича Романова. В 1632 году Петр Бекетов на территории современного Намского улуса в местности Чемадай поставил острог, и с того времени началась история города Якутска. Петр Бекетов поставил в Сибири наибольшее количество острогов, а самым крупным из них был Ленский острог. В 1643 году Якутский острог был перенесен на современную территорию города Якутска в долину Туймада. Самая первая якутская делегация в Москву отправилась в 1677 году. Мазары Базеков, Чука Канчиков и Чугун Бадоев были на приеме у русского царя Федора Алексеевича Романова. Самым первым иностранцем, посетившим Якутию, считается поляк Адам Каменский. В 1657 году он попал в плен и был отправлен в Якутию. Первым каменным зданием, построенным на территории Якутии, является здание воеводской канцелярии, построенное в 1707 году с разрешения императора Петра I. Самый первый торговый комплекс был построен в городе Якутске в 1827 году. Комплекс был назван Кружалом от слова «кружить», а в народе его называли Малым базаром. В 1836 году в Якутске был построен большой каменный гостиный двор. Это здание в свое время было самым красивым и крупным на территории Якутии. Сейчас вместо этого здания площадь имени Ленина. Первый памятник якутской художественной литературы – воспоминания Афанасия Уваровского. Увидел свет на якутском и немецком языках в 1848 году. Самого первого губернатора, правившего Якутией, звали Константин Григорьев. Он был назначен в 1852 году. Якутия была местом ссылки неугодных власти людей. Здесь отбывали ссылку поэт Бестужев-Мадлинский, писатели Чернышевский и Короленко, революционеры Петровский, Ярославский и Орджоникидзе. Самыми загадочными и странными ссыльными являлись религиозные ссыльные скопцы. Они проживали в основном в Алекминске, Мархе и Вамге, но ни одного жителя Якутии не смогли переманить в свою веру. Самым деятельным губернатором Якутии был Иван Крафт, который управлял Якутией с 1907 по 1913 год. Благодаря его деятельности в Якутии произошел знаменитый экономический и социальный подъем. События гражданской войны в Якутии закончились в 1923 году. Оборона с СССР в Амгинском улусе является самым последним событием гражданской войны в России. 27 апреля 1922 года было принято постановление об автономной Якутской социалистической советской республике. 1 июня было создано первое национальное советское правительство во главе с Платоном Алексеевичем Аюмским. В Великой Отечественной войне из Якутии приняли участие на фронте более 62 тысяч якутян. Пропали без вести и умерли от ранений и болезней 26 129 человек. Среди воинов-якутян 24 героя Советского Союза и Российской Федерации, 5 полных кавалеров Ордена Славы 3 степеней.
Первым президентом Якутии является Михаил Николаев. Он был избран в декабре 1991 года всенародным голосованием, а в 1996 году был переизбран на второй срок. Факты о культуре народов Якутии. Самым главным праздником якутов является праздник Исых. Слово «Исых» дословно можно перевести как «изобилие». Праздник связан с культом солнечных божеств, с религиозным культом плодородия. Главный праздник эвенов называется Эвенек, празднуют его летом. Традиционный хороводный круговой танец якутов называется Асохой. В хороводе присутствует ведущий, в чьи обязанности входит исполнение песен и регулирование темпа движения хоровода. В Якутии проживает 6 коренных народов – якуты, эвены, эвенки, долганы, чукчи и юкагиры. Самым молодым коренным народом Якутии являются долганы. Они выделились только в конце 19 века. Самоназвание долганов – текиги или саха. Эвены сами себя называют ламутами, что означает приморские жители от эвенкийского слова ламу – море. В низовьях реки Интигирка есть село Русское Устье, которое было основано русскими поморами. Русско-устинцы, старожильческое население села Русское Устье, является одной из древнейших групп русского народа в Сибири. Единственный в республике Саха-Якутия район, где компактно проживают чукчи, халарчинский наслед Нижнеколымского улуса. Традиционным занятием коренных малочисленных народов Севера является оленеводство, охота и рыбалка, а у якутов – скотоводство и разведение лошадей. Также особо важную роль играют охота, рыболовство и земледелие. В мифологии якутов вселенная делится на 3 мира: нижний, в котором проживают нечистые духи Абагы, срединный, в котором живут люди, и верхний мир, в котором проживают божества Аи. Культ коня является самым почитаемым в культуре якутов. Табуны лошадей символизируют богатство, из кобыльего молока готовят напиток кумыс, шкура, грива и хвост используются как материал для изготовления одежды, различных вещей, предметов быта и множество ритуальных предметов украшено элементами коня. Традиционная зимняя юрта якутов летом заменялась на урасу. Самая крупная ураса называется могол. Передаваемый из поколения в поколение сказителями древний эпос Аланхо включен в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Основной состав народа Саха относится к языческому верованию, соблюдая традиции поклонения силам природы. В республике Саха-Якутия 2 государственных языка – русский и якутский. Эвенкийский, эвенский, юкагирский, долганский и чукотский языки признаются местными официальными языками в местах проживания этих народов и используются наравне с государственными языками. Самой крупной библиотекой Якутии является Национальная библиотека Республики Саха-Якутия. В ее фондах насчитывается более 1 600 000 документов. Якутия – театральная республика. В городе Якутске работает 8 театров: Саха-академический, Русский драматический, театр Лонхо, театр юного зрителя, театр оперы и балета, танца, эстрады и коренных малочисленных народов Севера. В республике есть множество музеев, начиная от краеведческих, заканчивая частными музеями. Самым крупным музеем является Якутский музей имени Емельяна Ярославского. Все уникальные архивные документы хранятся в Национальном архиве Республики Саха-Якутия. На государственном хранении находится около 1,5 миллиона дел на различных видах носителей и на 17 языках мира. В Якутии проживает более 120 народов со своей самобытной культурой, обычаями и традициями. Дорогие ребята, на этом наш медиаурок завершается. Любите и изучайте историю своего родного края. До свидания.